Я к атомным станциям могу относиться только совершенно однозначно, поскольку мы работаем над этими проектами, мы готовим персонал для атомных станций, для эксплуатации их как в России, так и для зарубежных проектов. Сейчас Россия строит 20 с хвостиком проектов ядерных объектов за рубежом. Конечно, у них у всех очень высокая надежность, эффективность. Все делается с большим запасом надежности. Вообще, мое глубокое мнение, что все страхи относительно радиоактивных последствий, загрязнения, как там в случае тех аварий, которые были, так и в случае нормально работающей станции. Мое твердое мнение, что все эти впечатления, мнения очень сильно преувеличены. Когда все делается в соответствии с планами, с проектами, то вообще никакой опасности нету. Поскольку у нас большой опыт строительства атомных станций, успешно работающих, то также я полагаю, что и для Казахстана тоже будет все отлично происходить. И будете получать новую энергию, новые рабочие места. И в целом всегда внедрение ядерной программы повышает в целом уровень подготовки специалистов в стране, доступ к высоким технологиям. То есть очень много позитивного влияния от таких проектов на национальное развитие. Вообще принимает решение страна о том, кого она выбирает в качестве главного застройщика. И это происходило у вас на конкурсной основе. То есть на самом деле это ваше решение, почему Росатом выбран в качестве основного застройщика первой АЭС большой мощности в Казахстане. Для нас, в принципе, это совершенно несомненный результат, потому что у нас очень большой опыт строительства за рубежом, а это очень специфическая вещь. Нет ни одной другой страны, которая бы строила так много ядерных объектов за рубежом. И, конечно, у нас огромный опыт вообще ядерной программы в стране. Большое количество станций. Росатом впереди по многим направлениям мировые позиции держит. И просто таки референтной компанией является во всем мире и по строительству, и по эксплуатации атомных объектов. Есть разработанные все схемы, они и МАГАТЭ проговорены, и, в принципе, всеми компаниями-застройщиками. Там есть вполне известные схемы, как должно все реализовываться поэтапно и какие именно задачи на каждом из этапов решаются. То есть вот сейчас прям конкретно, только что, судя по новостным сводкам, закончились инженерные изыскания на площадке. То есть площадка была выбрана год назад, наверное, или в декабре, не помню точно, да, площадка была выбрана. И сейчас вот проводили детальное обследование по площадке для того, чтобы в проект уже внести конкретные сведения об особенностях этой площадки. Сейчас последовательно будут реализовывать следующие шаги, в том числе оценивать возможности национальной инфраструктуры для вовлечения в проект национальных ресурсов самых разнообразных.